Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Мордовский блок новостей», в которой новости из жизни Мордовии за март 2019 года прокомментирует искусствовед Виктор Борисович Махаев. Для нашей программы Петр Николаевич Тултаев придумал девиз «Пока мы будем безучастными, мало что изменится». Виктор Борисович, я попрошу вас вначале прокомментировать, как наше общество реагирует на насилие, в котором оно погружено. В ночь на 26 марта на мужчину набросились собаки, искусали его, он обратился в полицию. 5 марта в школе номер 17 семиклассницы избили, унизили одноклассницу, ее мама в тот же день обратилась в полицию. 5 марта в Зооболенском районе 8 заключенных в знак протеста против, как они говорят, насилия со стороны администрации вскрыли себе животы, а 20 марта снова проволокой и гвоздями вскрыли себе животы около 10 заключенных. Как бы вы прокомментировали? Наше общество готово к насилию. Это поддерживается властью, это поддерживается средствами массовой информации, поддерживается искусством современным, особенно телевидением. Так что люди воспринимают это положительно и готовы насильничать. Все идет по плану. 4 марта на оперативном совещании Петр Николаевич Тултаев сделал замечание своим сотрудникам городской администрации. Я никогда не вижу вас на концертах и постановках в театрах. Вы что, все так сосредоточены на работе или заняты? В ближайшее время организуйте поход в театр для всех муниципальных служащих, а в декабре он уже обязывал своих подчиненных посещать художественные выставки в музеях Саранска. Как вы относитесь к обязаловке? Положительно. Почему? Ну, можно принуждением, так сказать, приблизить чиновников к культуре. Вот, кто-то, может быть, заинтересуется всерьез искусством, почему бы нет. Кто-то, может, приведет своих знакомых, детей. Поэтому, в принципе, это, конечно, грустно все, вот, но, тем не менее, какой-то сдвиг может произойти. 27 февраля на сессии Госсобрания депутаты региональные внесли изменения в закон о государственных языках Республики Мордовия, и теперь расширено право использования мокшанским и рязанским языками не только на заседаниях Госсобрания, а на всех мероприятиях органов государственной власти и органах местного самоуправления. Виктор Борисович, как вы считаете, нужно ли национальные языки, такие государственные национальных республик, поддерживать как редкие птицы из Красной книги, или пусть они умрут, и раз они не могут конкурировать с такими языками, как русский, китайский, испанский? Как считаете? Ну, они, конечно, не могут конкурировать. Но мордвы, по-моему, почти 1 миллион в России проживает, и за пределами России. Это все-таки немалочисленный народ. Вот, поэтому должно быть соответствующее отношение к языкам мордовским, раз их несколько. Это все-таки довольно интересный феномен такой. Двуязычие. Вот, мне кажется, поддерживать надо. Хоть искусственно, но тем не менее поддерживать надо. А вот то, что в прошлом году, итак, у нас федерация, и в федерации язык государственный, федеральный и языки региональные, мне кажется, они должны быть оба обязательны. Также в Евросоюзе языки государственного Евросоюза и языки каждого государства, входящего в Евросоюз, изучаются обязательно. А у нас с прошлого года отменили обязательность изучения национальных языков, в том числе татарского, рязанского, макшанского. Как вы считаете, приведет ли это через десятилетия к исчезновению этих языков, потому что они не могут конкурировать с русским языком, который обязательно изучается? Может такое произойти, когда искусственно будет поддерживаться язык, он будет поддерживаться плохими газетами национальными, плохими журналами национальными, телепередачами плохими национальными. Вот. А люди будут забывать на самом деле этот язык, он будет уходить из этой повседневности, но в конце останется вот нечто такое довольно странное, когда вроде бы он поддерживается, но на нем никто не разговаривает. Ну, такое, конечно, может случиться, такая неприятность. Но все-таки надо убеждать людей, что язык твой родной – это все-таки твоя ценность. 18 марта на сайте прихода церкви святого праведного Иоанна Кронштадтского, который находится деревянный храм в Саранске на Свет-Техсторовой, улица Солнечная, и вот на их сайте опубликован архитектурный проект будущего одноименного кирпичного храма, который будет построен скоро по соседству с деревянным храмом. Настоятель Владимир Николаевич Кугушев. Раньше на этом месте был овраг, стояла вода, и чтобы начать строительство, сюда пришлось завести около 20 тысяч кубов грунта. А вопрос такой, Виктор Борисович, как вы считаете, когда мы возводим конфессиональные объекты, нужно ли это его создание
согласовывать с окружающими жителями домов, чтобы это не нарушило конфессиональный мир в республике? Конечно, нужно. И не только когда мы строим церкви. Вообще все объекты нужно согласовывать с теми людьми, которые проживают на данной территории. У них какие-то могут быть идеи, они могут сказать что-то против, но это их право, они должны высказаться. И вообще люди должны более активно относиться к тому, что делается с их территории, архитектурно, градостроительно и инженерно. 18 марта в Старошаевском районе произошло невероятное событие. Около 100 жителей вышли на митинг против начавшейся оптимизации в центральной районной больнице, которая началась в том числе с начала марта. И вот митингующие говорят, что там 25 койко-мест ликвидировали, хотя главврач опровергла эту информацию, но подтвердила, что ликвидировали 10 ставок, оптимизировали. Кроме того, митингующие жители говорили, что возмущались, что между районом и Саранском вообще нет автобусного сообщения. Как бы вы прокомментировали это мероприятие? Ну, это просто сокращение, потому что у государства очень мало средств содержать медицинских работников и лечебной организации. Только и всего. Это не оптимизация просто. Это просто сокращение, уничтожение. Да. И сопровождаемое уменьшением права на своевременную медицинскую помощь. Вот по поводу экологии Саранска, хоть неоднократно мы возвращались, и вы говорили, что, повторяете вашу мысль, что так как нет промышленности, то и экология не может ухудшаться. Но вот такие цифры опубликованы. Две международные организации, Greenpeace и Air Visual, в начале марта. Оказалось, что у нас по загрязненности воздуха было 3 месяца в году, февраль, декабрь, сентябрь, когда было превышение нормы. И из них вот в декабре мы знаем, что это Мордовцемент 2 тонны выбросил над Мордовией. Дальше вода по содержанию железа, фтора и никеля в 1,5-2 раза выше нормы. Йод, наоборот, недостаток. В будущие годы ожидается строительство мусоросортировочного завода, мусороперевозочных станций, современного полигона. И в марте глава республики Владимир Дмитриевич. Что хотели? Вот молодой человек пришел на лекцию читать будет, с него не брать, да, денежки? Нет, да, ребят. Да, Проходите и послушайте ответ на вопрос. У нас глава республики. Включайся. Компьютер есть? Все, давай. Глава республики в марте 2 раза пообещал, что в ближайшие годы мы очистим от мусора все ближайшие леса и посадки, все в Мордовии, которые мы замусорили за прошедшие десятилетия. Реализуется это, как вы считаете? Ну, трудно сказать. В принципе, теоретически это можно. Что касается экологии, у нас же автомобилизация очень большая. Поэтому вот эти выхлопы, они очень сильно загрязняют атмосферу. Но, разумеется, у нас есть промышленные объекты, которые нарушают экологию. Конечно, все про них знают. Но все-таки это не 90-й год, когда работали в нашем городе промышленные гиганты. Биохимик, и они Лисма, очень да? сильно вредили экологии. И вот последний блок новостей международный, и часть этой новости в декабре уже комментировали, но повторение мать учения. 30 марта прошел второй тур выборов президента Словакии, победила женщина Зузана Чепутова, юридическое образование, бывший правозащитник, адвокат, основатель социал-либеральной партии Словакии. Как вы относитесь к тому, чтобы и когда-то в обозримом будущем в республике губернатором или другой руководящей должности заняла женщина? Ну, я сказал, что это не имеет значения большого, потому что женщина, которая такую карьеру делает, государственно большого уровня становится человеком, она, собственно, по-моему, все женские черты теряет. Ой, обидится на вас женщина. Нет. Она превращается вот в такое существо, которое называется чиновником. Чиновник. Так же, как и мужчина теряет мужские черты, превращаясь в чиновника. Тогда Да, скажите. скорее всего. 31 марта федеральный судья Соединенных Штатов Шерон Глисон, женщина, признала незаконным указ Дональда Трампа о начале бурения скважин на нефтегазоносных участках шельфа в Арктике и Атлантическом океане. В судебном решении она написала, что Трамп превысил свои полномочия. Как вы относитесь к тому, чтобы в ближайшем будущем и в Мордовии появилась такого рода вот бесстрашная судебная независимость? Ну, это вообще утопия. Утопия. Ближайшие десятилетия или Нет, я 100 даже лет? не надеюсь на это. Да, реалист.
Но вторая часть, вот в этой же новости мне обратил внимание, что он говорит, нужно бурить там, где раньше не бурили. А может быть, в Мордовии начать тоже все-таки еще раз разведывать месторождение углеводородов? Может, найдем что-то и Нет, разбогатеем? тут ничего нету. Нет? Говорят географы, что геологи, что здесь такого нет. И надо заниматься другими делами. Никаких месторождений нет. Ну, Ни нефти, таких газа, нет. ни Да, таких драгоценных таких металлов. нет. Да, к сожалению. Уважаемые телезрители, в кратком режиме сегодня новости из жизни Мордовии за март 2019 года прокомментировал искусствовед Виктор Борисович Махаев. Спасибо вам большое. Спасибо.